эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Актированный день для школьников объявили в Якутске. Талисман 8 спортивных игр народов республики представили в столице. 12 сильнейших шахматистов Якутии поборолись за звание лучшего на чемпионате по классическим шахматам. Уроки в школах приостановили в столице республики в связи с низкой температурой. Актированный день объявлен для учеников с 1 по 8 классы. Обучение проходит дистанционно. На 6 часов утра по якутскому времени температура воздуха составила минус 48 градусов, ветра нет. В течение дня в Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1–3 метра в секунду. Температура воздуха минус 41, минус 43. Стратегия развития молодежных объединений, консолидация сил и возможностей активных молодых людей на благо республики. Эти темы стали ключевыми в рамках 4-го съезда молодежных объединений Якутии. Участие приняли волонтеры, медики, волонтеры Победы, члены студотрядов и молодежного правительства. Из-за ковидных ограничений большинство мероприятий прошло в онлайн-формате. Очно собрались 40 человек. Обсудили и создание условий для самореализации профессионального и творческого развития молодежи, мотивации оставаться работать в родной Якутии. На площадках участники обменивались опытом в разных сферах деятельности. Мы хотим глазами вашими увидеть Якутию через 20 лет. Какая она будет. Ну и, соответственно, все новые ноу-хау, новые технологии, все треки, которые сегодня возможны, там, начиная от фотографов и кончая мультипликацией. То есть огромный большой спектр. Телемосты будем делать с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Владивостоком, с Казанью. И, соответственно, телемосты будут, то есть где-то 10 улусов мы берем обязательно. Каждый улус представит, молодежь представит свою визитную карточку. Ленск выиграл конкурс по 2 заявкам и прошел отбор в федеральную программу «1000 дворов на Дальнем Востоке». Ленчане выбрали 2 территории для благоустройства по адресам: Первомайская, 11А, 13Б, 15Б, 28 и в новом жилом комплексе, построенном в рамках программы переселения рабочей. Дворы домов по улице Первомайской не только востребованы жильцами этих многоквартирников. Эта зона пользуется большим спросом у пешеходов. В округе расположено несколько образовательных и административных объектов, торговых комплексов, городской парк культуры и отдыха. Одной из критериев, который давал большее количество баллов, это было софинансирование со стороны внебюджетных источников. И вот, скажем, Газпром Трансгастомск нам подтвердил свое участие в этих программах. Буквально месяц тому назад мы общались с Бородиным Владиславом Ивановичем, обсуждали дальнейшее сотрудничество муниципального образования города Ленск и Газпром Трансгастомска. Надо сказать, что они нам помогают в разных областях, и, скажем так, в благоустройстве города они выделяют очень большие финансовые средства, там порядка 5–6 миллионов рублей. Книгу о первооткрывателе синтетического каучука презентовали в Якутске. Выпуск издания посвящен 120-летию открытия выдающимся ученым-уроженцем Вилюйского улуса Иваном Кондаковым. Он учился в Якутской мужской прогимназии и продолжил изучать естественные науки в Красноярске. Был учеником самого Дмитрия Менделеева. В последующем стал химиком и работал в Воронеже. Далее ученый переехал в Эстонию, где и открыл синтетический каучук. Во время советской власти вклад Кондакова в науку не был учтен, и данная публикация должна доказать факт открытия якутского ученого. Книга издана при поддержке Вилюйского улуса, института и Национальной библиотеки республики. Сейчас инициативная группа, которая создана в нашей республике, в состав которой входят, представители нашего института, представители Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, представители Государственного архива Республики Саха-Якутия, администрации Вилюйского района. Вот 4 года эта группа работала на
общественных началах и издала вот эту книгу. Здесь собраны все практически труды Ивана Лаврентьевича, его переписка, справки с университета и так далее. 65 лет исполнилось Северо-Восточному федеральному университету. Каковы достижения и перспективы, расскажет Саргалана Неустроева. Василий Иванович Еремеев окончил Якутский государственный университет в далеком 1961 году. Свои студенческие годы Василий Иванович помнит до сих пор и никогда не терял связи с альма-матер. На юбилей университета пришел вместе с однокурсником Александром Ивановичем Даниловым. Самое главное для студентов – это стремление того, чего он хочет. И не ждать, откуда это пойдет знание, а постоянно заниматься, читать. Как можно больше читать. С тех пор ЕГУ, ныне СВФУ, воспитал не одно поколение специалистов. На сегодняшний день в ВУЗе насчитывается около 19 тысяч студентов. Из них 700 прибыли из иностранных государств. Сегодня университет сотрудничает с ведущими вузами не только России, но и других стран и активно развивает научную базу. В этом году на базе нашего университета открыты международная научная лаборатория, а также лаборатории под руководством молодых ученых. Это, в свою очередь, также подтверждает, что в нашем университете большое внимание уделяется именно молодежной науке. Поэтому мы полностью можем говорить о том, что в университете создаются все условия для развития молодого исследователя и ученого. Кроме того, реализуются и другие проекты, на базе которых студенты могут развивать не только научно-образовательные навыки, но и многое другое. Так, например, в содружестве с президентской платформой СВФУ разрабатывает Центр развития компетенций для студентов, а уже осенью 2022 года заработает военно-учебный центр. Сейчас мы попали в большой проект «Приоритет 2030». И в связи с этим ставим перед собой достаточно большие цели. В первую очередь, университет должен стать современным. Мы ставим цели сделать большой проект по цифровизации нашего университета. Во вторую очередь, мы хотим сделать команду прорыва, о котором я сегодня скажу. В-третьих, мы ставим цели для того, чтобы наш студент стал более востребованным. Несмотря на новые реалии, спустя 65 лет университет продолжает активное развитие и по сей день остается главной кузницей специалистов в Якутии. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. 8-е спортивные игры народов республики состоятся в Усть-Алданском Улусе в следующем году. Коренные жители района, проживающие в городе Якутске, приурочили к этому событию акцию-концерт, где продемонстрировали театральную сценку, песни и поздравления. Масштабное спортивное событие должно сплотить жителей района в стремлении провести мероприятие на высоком организационном уровне. Игры должны стать одним из самых ярких и запоминающихся событий столетнего юбилея нашей республики. На концерте презентовали символ «Талисман игр». Прошла презентация талисмана 8-х спортивных игр народов Якутии. Но это будет, конечно, вокруг нашего главного божества, изображенного тем более на гербе Усть-Алданского улуса. Это лошадь, белая лошадь, сакральное животное для Усть-Алданского улуса. Конечно, был проведен конкурс, было более 30 работ, фактически со всех уголков республики, но все равно и художники видели образ нашего района через призму нашего герба, поэтому так больших сомнений в выборе не было. В Центральной библиотеке Хангаласского улуса начали ставить аудиоспектакли. В качестве первого произведения был выбран роман Ивана Гоголева «Кындыл. Черный стерх». Актеров подбирали среди простых жителей района. Сюжет Виолетты Засимовой. В октябре этого года Центральная улусная библиотека города Покровска приобрела новый статус – библиотека нового поколения. Помимо доступа к книжному фонду, читателям также начали предлагать услуги коворкинг-центра, компьютерного и конференц-залов, смарт-лаборатории и мини-типографии. К тому же в одном из помещений оборудовали студию звукозаписи. Серьезными задачами у нас являются озвучка, запись, выпуск аудио и видео книг. Именно в этой студии был записан первый аудиоспектакль по роману «Хара Каталык». В качестве актеров привлекли жителей и уроженцев Улуса. Например, текст бабушки Хараной озвучивала Тамара Лебедева, педагог-библиотекарь Покровской средней школы номер 2.
как ты проживаешь жизнь Хараны, тогда все получается. Тут ничего такого сложного не надо, вжиться в роль, и все получается. Если с поиском актеров для озвучки взрослых персонажей проблем не возникло, то при подборе актеров на детские роли сотрудники библиотеки столкнулись с трудностями. Трудно найти детей по-покровски, которые говорят на якутском языке. И мы нашли вот двух взрослых девочек, студенты они, Ангелина Кельсинова, студент ЯГУ, и Сергеева Аделина, она студент колледжа. И они вот прекрасно озвучили роли свои на якутском языке. Я была младшим братом. Ага, Хабырыс. Ну, это маленькие дети, 9-10 лет, поэтому я пыталась более детским голосом разговаривать. И вот расскажи, насколько это сложно оказывается? Очень. Ну, для меня было сложно, потому что было супер непривычно, и было как-то немного зажато, но меня направили и показали, как надо. Всего в записи аудиоспектакля приняли участие 8 непрофессиональных актеров. На подготовку и саму запись ушло 2 дня. В итоге получился материал длительностью 27 минут. Пока что он недоступен для широкой аудитории, но вскоре его планируют распространить по местным соцсетям. Следующая аудиопостановка также будет по роману «Харакаталык». Но актеры уже отыграют отрывок, в котором описывается мистический период народа Саха-Танха. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутске представители движения ГТО подвели итоги этого года. Было отмечено, что, несмотря на пандемию, на территории республики было проведено 13 мероприятий. Помимо этого, якутяне приняли участие в 3 выездных фестивалях. На сегодняшний день в автоматизированной системе ГТО зарегистрировано более 138 тысяч любительской физической активности. В завершении мероприятия лучшим участникам движения ГТО были вручены золотые знаки отличия. Важно быть в физической форме всегда, когда бы это бы не было и в какое время бы это не было. Считаю, что вот это движение ГТО позволяет нам и всей нашей стране поддерживать себя в физической форме и быть активными, и любить спорт. В Якутске завершился 79-й чемпионат республики по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Участие приняли 12 сильнейших. Всего было проведено 20 туров. Спортсмены состязались 10 дней. Победителем стал 10-классник из Мегино-Кангаласского улуса Денис Назаров. Примечательно, что Денис оказался одним из самых юных спортсменов и помимо этого занимает 1-е место на чемпионате уже 2-й год подряд. Этот чемпионат, он определяет сильнейшего шахматиста республики, который получит право представлять республику на чемпионате Дальневосточного федерального округа. И хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы наш чемпион там также оказался среди лучших и попал уже в высшую лигу чемпионата России. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.